Добрый вечер выходного дня, друзья. Мы на канале Якутия-24 с программой «Просто вкусно». И, как обычно, мы находимся в гостях у Семена Тарбахова в гастростудии ресторана «Мусхая». И вот сегодня к нам в гости пришел журналист, руководитель телеканала Якутия-24 Алексей Соколов. Леш, привет. Привет. Здравствуй. Так, и так как у нас формат передачи кулинарное ток-шоу, внимание, на минуточку. Леш, чем к нам сегодня пожаловал? Так, что мы будем делать сегодня? Сегодня я пожаловал к вам в гости или к себе в гости, уж не знаю. Да-да-да, по блату. Да, по блату, так скажем, к зрителям в гости. Я пожаловал с косулей. Все, забегая вперед, сразу у нас сразу возникают вопросы лицензии, не лицензии. Косуля добыта в горном районе, все официально, с лицензией, со всеми разрешениями и так далее. Сейчас это очень важно. Нет, это действительно важно. Необходимая Если бы она была добыта браконьерским способом, я бы, наверное, здесь не стоял. Поэтому готовим косулю, будем ее тушить. Я сразу, забегая вперед, так тоже скажу, что я буду максимально готовить ее в тех условиях, в которых бы я готовил ее в лесу. Я надеюсь на Семена, который, наверное, все-таки добавит туда каких-то кулинарных изысков и так далее. Ага. Что предлагаешь, Семен? Да. Изначально мы сейчас подготовим ее на кусковые части, заодно уберем пленку. Она у меня часа 3 находилась просто в воде. Кто-то там с уксусом ее делает, чтобы лишние запахи убрать. Я просто в воде подержал. Как правило, так, собственно, и поступаем. Так. Вымочили. Сейчас ты предлагаешь убрать пленку. Да, я ее, грубо говоря, ее буду сейчас вот так подготавливать. Потому что вот эта пленка, она стянется после тепловой обработки. Так называемую, это будет придаст жесткости. Вообще, да, в кулинарных книгах всегда же пишут так: убрать пленку, все прожилки. То есть мясо должно быть максимально чистым, особенно дичь, по-моему, почему-то так делают. Вот. А может, я параллельно что-нибудь резать буду? Я не знаю. Или обсудим. Ладно, давай, Семен Да, пока у нас, занимается я этим. все время люблю повторять, у нас как в России: один работает, двое смотрят и разговаривают. Так и поступим. Да, так и поступим. Семен пусть профессионально все это, смотрите, как он хорошо сделал уже верхнюю часть. Да? Леш, наверняка интересно, да? Ты откуда, сам чей будешь, чьих будешь? Немножко о себе. Чьих будешь? Хангаласский улус, Соколовы. Правда, не те Соколовы ямщики, нас часто путают. Но мы уже привыкли к этому. И, в принципе, у меня отец родом с Хангаласского улуса, дед только приезжий. А так, родился, вырос в Покровске, школу там же закончил. Собственно, как и любой молодой человек в Якутске, закончив школу в родном Улусе, переехал в Якутск. Собственно, тут в Якутске обосновался. Как-то так. Образование? Образование высшее. Образование высшее. Оконченное полное высшее. Как в Штирлице, да? Образование высшее. Что закончил? Сперва я учился 4 года на спасателя в Горно-геологическом институте. Там, к сожалению, не сложилось, не доучился до конца. Потом закончил БГУЭ по специальности менеджмент. И сейчас учусь на филфаке, магистратура, учусь по специальности политическая журналистика. То есть третье высшее? Второе. Почти третье, да. Почти третье, можно сказать, да. Слушай, Леш, ты же охотник, рыбак. Что ближе? Рыбалка или охота? Ближе, скорее, наверное, рыбалка, потому что это, как правило, такой более длительный срок в году, и как раз отпускные и так далее. А охота, традиционно весенняя, осенняя охоты на уток, и поздней осенью, в начале зимы, это на копытных. То есть там, где сроков больше. Я даже одно время, период такой был, специально брал каждую субботу, воскресенье, выходные, чтобы работа загружена, вроде бы и на работе надо быть, а с другой стороны лето короткое, надо вырваться. Писал заявление на отпуск и на выходные постоянно. Стараюсь каждые выходные где-то проводить на природе, на рыбалке. Личные рекорды ведешь? Нет, я, знаешь, как личные рекорды почему по улову?
Ну, да, по дичи, может, по улову. Вот, так он, Ну, не то, чтобы там веду целенаправленно, а так, конечно, всегда есть желание поймать хорошую трофейную рыбу. Но, к сожалению, максимум, что я ловил, это щука на 7 килограммов. Каждый год стараюсь поехать куда-то в новое место, чтобы поймать тайменей килограммов на 30. Но, к сожалению, пока не получается. ну, значит, все впереди. Ну, тем себя и утешаю. Или просто не умеешь. Шутка. Всякое может быть. И это же дело такое, что когда едешь, ну, допустим, был тоже, когда года 3 назад на рыбалке с товарищем, он поймал тайменя на 30 килограммов. Вроде бы стоим в одном месте, он ловит и нет. Да, занимаемся одним и тем же делом. А по факту у него есть трофей, у меня этого трофея нет. Ну, как говорится, байнай может. зато есть к чему стремиться, а у него уже интерес, наверное, пропал к рыбалке. Вот зимние рыбалки, там, если получается, ты поймал там вчера, или как ты, как относишься вообще к строганине? Я к строганине отношусь как любой житель и гость Республики Саха-Якутия. То есть строганина для меня это блюдо, которое всегда хочется, от которого никогда не откажешься. Поэтому я очень положительно отношусь к строганине. Любишь. Любить можно, извиняюсь за выражение, пиво. А вот те эмоции, которые дает строганина, ну, я думаю, каждый из вас сами прекрасно понимаете. Поэтому я очень хорошо отношусь к строганине. У нас даже есть такая семейная традиция. Мы всей семьей любим биатлон смотреть. И рыбу настригаешь, и как семечки. Или ряпушку мороженое, если есть в достаточном количестве, тоже пах-пах-пах, нарезал. Урбанинку. Да, нарезал, ну и сидишь, и как семечки ее хлоп-хлоп-хлоп, и смотришь биатлон, болеешь за сборную России. К сожалению, сборная России в последнее время не радует совсем, да, не радует совсем. Но, тем не менее, сам факт. Я предлагаю все-таки рубануть ее здесь. Да? Чем? Потому что самый вкусный, как говорится, элемент находится А у меня внутри. вопрос, я буду готовить сам-то, нет? А то Семен Ну да, я сейчас это все разобрал. надо просто, смотрите, надо хорошенько нам. Ходыщ. Какой нож. Все, и вот видите, кость на мозг. Ничего, Погнулся. ничего. Ничего, исправим. Ага. Так, и получается вот у нас костный мозг, Ага. и он даст как раз таки, мы будем тушить же его. Самый вкус вот находится здесь. Расплавится и зайдет, да? Да. Так, почистить. Здесь Да, мне чистить. кажется, уже потихоньку надо начинать уже. Да, уже все, нагревать. мы подготовили. Будет Получается, готово. смотрите, у это нас мы отходит, оставим, да. как говорится, на суп. Искать Слушай, строганину. а Всё, я есть- режу, да? Могу заняться Да. мясом? Спасибо. Леш, есть блюдо, которое ты можешь в этот нож Нет, взять? пойдет нормально. Пойдет, да? Нормально. А есть то, что тебе не нравится вообще, или ты принципиально не ешь? Нет, я в этом плане человек непривередливый, да, то есть, в принципе, ем все, что дают, люблю эксперименты. Нет такого, чтобы от чего Не, ну я а мог бы с отказаться. возрастом кулинарные эти, ну, Требования возрастают или нет? нет, меняются? Нет. Я просто почему спрашиваю, да, я про себя, опять же про себя, ну то есть мы же все время мыслим в сравнительных категориях, да. Я в детстве вообще не мог кушать соленое сало, например. Не знаю. Чё к у меня, чему, да. Честно говоря, никогда таких проблем не было. Хотя вот сейчас за детьми смотрю. Кто-то лук не ест. Сын у меня ест все, что дают, а девчонки, конечно, в этом плане капризные. Я не знаю, не понимаю людей, у которых, значит, кушать не хотят, я вот так объясняю. да. Хотел бы. Не, я с удовольствием Был бы сейчас всё голоден, ем, съел ну бы. вот, да. Не, ну есть же еще такой момент, когда в детстве, ну, может быть, отравился или Ну да. переел или еще что-то. У меня вот с гусем такая история была. Запеченный жирный гусь в детстве кушали дома. И не так он пошел или что, ну, в общем, плохо мне стало от него. И потом был период такой, что я, в принципе, вижу его, у меня уже, И уже так, да, Да-да-да, у меня такая определенные же- рефлексы. И, ну, потом со временем это все равно прошло. Давай так, масло разогреем. Да, я вот так и хотел предложить. Начать А с масла. овощи Овощи, ну, крупно? Крупно? овощи крупно. Я не люблю, когда там мелко кубиками режут. Товарищи Поэтому- овощи. Тоже, Семен, сам будешь резать? Да. Нет, давай так, нам поможет Пополам, здесь пополам, именно да. Петр. Вы там
А я- то я есть помогу. Да. самое, конечно, самое лук, плачевное мы лук, конечно, доверим, Цепанину, доверим но- Пете, да. Лук, конечно, Цепандина. Что делать? Вы мне говорите, как? А, ты его кольцами покрупнее режь, Вот так просто? да? Просто и крупно. Вот так. Ну, да, вот так пойдет. Ага. Я бы посоветовал просто разрубить их на 4 части. Кого? Само кольцо? Нет, сам лук. А, чтобы они прям это, ну или так, да. Ну, давайте. Я обычно как, то есть масло разогрелось, закинули, начинает томиться, сок, Поджарили. да, поджарили, сок начинает идти, закидываем лук, а потом уже догоняем, ну, через минут 20, через полчаса догоняем морковку. Если есть перец, догоняем перец, если есть картошка, догоняем картошку и так Вот далее. мы вот тут зашли, вот получается, например, в детстве что-то не любил или как. Ты вот Да. ты рассказывал вот, буквально пару минут назад, что сын, грубо говоря, все ест, а дочки нет, да? Это вот. С девчонками в этом плане проблема почему-то. Не А вот знаю. есть какие-нибудь предпочтения, вот получается, вот ты говорил, кто-то пасту любит, Да. кто-то это. Вот можешь немножко более как-то развернуто ответить? Ну, вообще... Как у вас эта дискуссия происходит? У нас дискуссий нет. Приходим, например, если в заведение какое-то покушать, соответственно, уже каждый по меню там четко знаем, что жена там закажет цезарь классический с курицей или, может быть, пасту, да? А дети, как правило, это суши. Старшая дочка может там, если в меню есть какие-то корейские острые блюда, ну, чисто так. Ну и младший, понятное дело, это пицца, ну и прочие вещи. То есть тут без особых этих. Это папа может прийти и заказать себе там, не знаю, в одном случае ребрышки оленины с брусничным соусом или запеченной рыбы, например. Вот, поэтому я всегда экспериментирую. Рано еще, наверное, или можно уже? Я не знаю. Обычно. По-моему, Ну, масло он, надо же- еще. он шипеть должен. Не, много-то не надо, он сок сейчас все равно даст. Можешь, пожалуйста, обычно люблю положить вот- один кусок лука, и мы проверим. Я люблю вот так делать. там. Шкварчик. Не сегодня и не И вот так, и вот так. Да. Ну, вот у нас Заскворчало, можно, да, тогда? Да. Косточки, наверное, сперва закинем, да? тут- Да. А лук потом, да? Не, лук потом сверху закидаем. Это ты сейчас просто для того, чтобы избежать твоих этих способов проверки. Да. И потом дико хохотать. Особенно если рядом замковый стоит. Во-во-во. Лук сразу запах дал, хороший лук. Лопатка. Оно сейчас чуть-чуть, Давай я туда. пригорать начало. Давай я сразу. туда. Я убегать. А можно огонь потише Семен, сделать? горим. Ничего страшного. Плитка там... Мы Семен, добавим горим! еще масло. Поставим его на средний огонь. Вообще, по-хорошему, в лесу, конечно, такие вещи в казане готовить. Ну, с толстым. Ну, это естественно. Не мне вам рассказывать. Слушай, Ну, мы... давай, я вот, допустим, сейчас ставлю, оно точно у нас не пригорит, а? Сейчас Не-не-не, не прикроем беспокойся. так. Не должно. А у нас как бы чуть-чуть поджаривается, потом тушится. Ну да, то есть Там мы же как бы собственный сок даст. Не, я вот боюсь, что оно пригорит. Или прям просто тупо обжариваем. Слегка. Ну, делай, как Семен ты считаешь командует. нужно. Так, давай так. Мы сейчас поставили на средний огонь, ты сильно не бойся. Сейчас мясо уже даст свой сок. Семен сказал, не бойся, я с тобой. Обнадеживает. Да. Ты уверенно можешь жарить. А, все, сок пошел уже, так что нормально. Ага. Уже не загоримся. Все, накрывать, давай разговаривай. Ну, кстати, томится оно... Не, ну, у нас разговор будет долго, если мы сейчас закроем его. Томится где-то минут 40, час, наверное, Семен, по-хорошему, да? Или много будет? Ну, 40 минут точно. А Да? там уже дальше посмотрим. Да. А я почему-то считаю, что косуля же на мясо само по себе мягкое. Нет. тут, Приготовилась и все, как жеребятина. Дело, наверное, даже не в этом. А в чем? Оно- Семен, объясните. Так, ну смотри, мы, получается... Ой, извините. Так, мы же, получается, обчистили его от жил, Ага. от пленки. И у нас даже уже текстура мяса поменялась, потому что, смотри, если это было бы все грубо нарезано, у нас не было бы видно волокон. Ага. Вот, например, мы кость дали. Кость сама тоже вкус очень хорошо даст.
Лук, он свойственно своей кислотой тоже размещает мясо. Да, Я думаю, что 30-40 минут это будет достаточно. Достаточно. Ага, потому Не, я- что это же все-таки дичь. Ага. И в мало ли домашних что, да? условиях все-таки любят пожевать мясо. Ага. Не быть, чтобы не до консистенции тушенки. Да. И вообще сейчас у нас можно огонь прибавить. Все, я лук закидываю. Лук можно закинуть. Это у нас сейчас все будет тушиться. Ты можешь это делать очень все хаотично. Я Просто чем и занимаюсь. вот так Ага. придать. И все. Ну ладно, как скажете. Так, и сейчас мы вот добавим сюда вот такой чеснок. Не режем его, да, чеснок целиком в головке? Да, и ну для лучшего эффекта их просто можно Вот так, да? придавить, чтобы они. Сок дала. Так, ты две Аромат. луковицы нарезал? А я не помню уже. Две, Да, две. две кажется, луковицы. Хватит две? Или еще одну сделай? Не, давай все-таки вот еще одну. Мне кажется, визуально хватит. Нет, это у нас лук сейчас, грубо говоря, А, я испарится. вот так сделаю. А дальше, Семен, я хочу тебя кое о чем попросить. Я сейчас так нарежу. А я в первый раз в жизни вот на подобной кухне общаюсь с профессиональным поваром. Видишь, у меня все разлетается. Да-да-да. Этот. Как вы вот всегда смотришь кулинарные шоу, там они так умело делают, стругают. Вот. Ну, Покажи мне смотри. технологию. Покажите. Нож, Пока 10 пальцев у меня, имейте в виду. да, нож это твой лучший друг и худший враг, как говорится. Вот твой предохранитель. Вот это фаланга. У меня проблема, я левша, поэтому... Да, ну образно я показываю. Вот это зеркально твой смотрим. предохранитель. Вот спинка. У нас получается ребро ножа. Вот твой. Если ты все это соблюдаешь, ты никогда не порежешься. Вот, например, я могу вот так шинковать на тебя, смотри. И видишь, я всегда держу предохранитель свой. Все понятно, сейчас будем пробовать. И потом я могу вот так с тобой разговаривать и даже не смотреть. То есть с таким ножом такой трюк не выйдет. С таким ножом это даже будет. Я усложняю задачу. Да, это вот тоже вот так. Просто смотри, там нужны уверенные движения. Именно нож маленький, движения не должны быть большими. Я это покажу, вот, например, вот так. Видишь? Немножко вот так. Туш. И ты тоже вот предохранитель свой держишь. Сейчас будем на морковке тренироваться. Все, оказывается, просто. Все очень просто. Но я думаю, что это все равно тренировка Так, не сейчас годится. пока не солим, Да, солить в не конце, солим. наверное, будем. Просто Нет, закроем. Я сейчас от себя хочу добавить все-таки, это у нас дичь, прибодрить немножко, дать ему аромат, все-таки Ага. добавить немножко лаврушки. Можешь передать, положить и пожалуйста. передать ложку. Лаврушку не рано? Что дать? Что дать? Нет, не рано. Для дичи это нормально. Ложку? Ложку. Ложку. И чтобы усилить вкус, мы вначале тоже добавим сливочного масла. Это все будет способствовать к улучшению вкусовых качеств. Дай тарелку. А затем можно мы уже закрыть. И уже закрываем. Все. Так, закрываем и ждем 40 минут, да? Да. Время пошло. Но мы проверим это на 30 минутах. Хорошо. А, нет, подожди, мы через 20 минут должны будем морковку закинуть, нет? Ну тогда 20 минут отмеряем. Все. У вас, молодцы, такой жесткий тайминг. Я обычно, если готовлю, да, ну... Все если- по ощущениям, да? Ну, думаю, ну, пойдет. И раз Осторожно. бахнул. Семен так Вот, это, ну, стопы, я вот говорит, в осторожно, студию. просто многие ошибки юных поваров, даже домохозяек, они режут, видите, морковка неустойчивая. Ага. И вот тут, когда режете, видишь, у тебя Срыв. срыв идет. А лучше вот придержать, убрать вот именно боковину, потому что у тебя больше площади, чтобы держать морковь. Все, ты ее разровнял, и она у тебя ровно стоит. Держи, Витя, Лайфхак учись. номер 2. Так, теперь по пальцу пошли. Хоп. Вот так, правильно я Палец делаю? лучше зажми. И Вот так? никогда большой палец не держи дальше указательного. Вот так сделай. Вот так. Так, давай-ка я сюда встану. Давай. Тут лучше видно, говорят. Подожди. Не торопись, не торопись. Не торопись. Да, да. А, то есть это сперва механику выработать, а потом уже над скоростью работать, да? Ну, получается пока. Нет, как получается? Елка. Хорошо. Я дома буду этим тренироваться. А, то есть вот, во. И выталкиваешь его, да, потихоньку. Да. Во.
Я, кстати, когда подобные вещи готовлю, у меня все как в шурпе крупно. То есть и морковка крупная, и картошка крупная, и мясо стараюсь крупно. Так, давай я тебе дам вот это, ты туда складывай. Давай, согласен. Давай. Так, ну и пока ты готовишь, Леш, вопрос про увлечения жизненные. Не про работу, ну хобби, увлечения. Я знаю, как бы чем ты занимаешься, да, но я хотел бы, чтобы ты сам рассказал. Начал с того, что тебе нравится больше. О, ну, я не знаю, вообще у меня все увлечения, они носят... И на меня смотри, шутка. Смотри мне в глаза. Да. Все увлечения носят, скажем так, сезонный характер. Ну, как уже и говорил, летом это, как правило, рыбалка. Осень, зима – это охота. Весна – это весенняя рыбалка. Подлетка, я имею в виду. Ну, как-то, в общем, подобные вещи. Оставь, нормально. Давай я. Давай. Ага. Дальше. Что еще люблю? Играю в хоккей. Вот. Про это поподробнее, пожалуйста. Я скорее Ну вот, видно, что ты смотришь хоккей или да. даже Может, увлекаешься. Да. Капиталс. Капиталс, ну. Вчера, Ови. кстати, Питтсбург выиграли. Ови. Ови, у меня даже собаку мою охотничью зовут Ови. Ух ты. Щенок Ови. Нет, ну, как я увлекаюсь хоккеем? Ну, хожу и в ночную хоккейную лигу. А что такое? С дядьками по ночам гоняем в хоккей. По ночам? По всей стране есть такая сеть, называется «Ночная хоккейная лига», вот, где профессионалы есть, любители, начинающие. Я, наверное, так, на уровне между любителями и начинающим. Ну, собираются мужики в команды и, собственно, между собой гоняют шайбу. Вот буквально, когда у нас позавчера был последний матч чемпионата города Якутска. А даже чемпионат проводится? Да, чемпионат проводится. Ну, из-за пандемии в этом году он начался поздно и, как правило, проходит в несколько кругов. В этом году он в один круг прошел. Вот. Мы нынче выступили хуже, чем в прошлом году. Если в прошлом году мы заняли второе место, в этом году мы командой заняли третье место. Но мы не унываем. Следующий год Но будет. все равно приза. А сколько команд участвует вообще? Три, да? Нет, почти угадал. В нашей группе 6 команд. Ну, здорово. Слушай, а ночная хоккейная лига, это означает, что только ночью надо играть, да? К сожалению, в Якутске это примерно так и происходит. То есть, Потому что все время занято. да, у нас единственный комплекс, где можно играть в хоккей, это Ледовый дворец или Ботор. Поэтому, ну, понятное дело, приоритет это хоккейной школе, фигуристам, шахтеркистам, Массовому катанию. детям, в общем. Нет, массового катания пока нет. Ну, вообще. в принципе, да, если Да-да-да. в общей массе, то так, да. А потом уже, собственно, дядькам, которые бегают в хоккей. Последние тренировки заканчиваются в 12:30 ночи. Был такой период, что последние тренировки заканчивались в 1:15, 1:30 ночью. Приезжаешь домой, у тебя сердце колотится, уснуть не можешь, лежишь, книжки читаешь, Само собой, телевизор смотришь и так далее. Тяжеловато было, ну ничего, потом привыкаешь, это интересно, это кайф, это приносит удовольствие, поэтому... Хоккей же считается одним из таких самых видов спорта, которые, ну, экипировка, там все сложно, да? Ну, и не дешевый, скажем так. Ну да. Ну, с другой стороны, если человек начинает, ему не обязательно там покупать какие-то профессиональные вещи. Вот, допустим, у меня из амуниции там профессионального, раз обчелся, клюшка хорошая, может быть, все остальное так на Не, ну все равно любительском экипировку же уровне. надо Ну покупать. да, это, конечно, понятное дело, что это все стоит денег, конечно. Ага. Вот. Ну, сегодня возможности массы, и в интернете заказать, можно и бэушные заказать и так далее. То есть тут главное, чтобы желание было. Понимаете, есть люди, которые там купят себе по последнему писку, как говорится, самое топовое, а в результате это пролежит. А есть люди, которые бегают доставшиеся там от кого-то, ну, и носятся. Поэтому тут главное хотеть, желать и приходить на ледовую арену, я не знаю, на футбольное поле, на волейбольную площадку. Значения не имеет. Главное стремиться, желать и хотеть. Ну и сын у меня тоже бегает. Вот я тоже хотел спросить. Точнее, я знаю, что сын бегает, да, за хоккей. Не жалеешь?
Я нет, о чем жалеть. Главное, сын занят, понимаешь? И на сегодняшний день самое главное наказание для него — это не пойдешь на тренировку. Да ладно. Это такой определенный стимул для пацана. И, ну, если что-то пошло не так, ну не пойдешь на тренировку. Все, у него тут же все переключается, и все, что надо, делает спокойно. Уроки не сделал, не пойдешь на тренировку. Тройка, все. Ну, мы пока в начальных классах обходимся без троек, ну, к этому скоро придем. Не, на самом деле, смех смехом, а так, ему сейчас, мы недавно считали, вот 6-й год он в хоккее. 6-й год. А подожди, Да. он в начальном классе уже 6-й год? Ему 4 года было, когда продали на хоккей. Нифига. Значит, такой маленький играет, что ли? У них такие вот малюсенькие шайбы, наверное, или нет? Нет, их там первые 1,5 года просто ставят на коньки. Ага. И Катаются. они просто бегают, клюшку в руки берут там через 1,5-2 года только. Вот. Ну, сейчас уже у нас сформировался такой неплохой костяк из пацанов, хоккеистов. Вообще не мы первые начали, конечно, год ранее нашей команды начали. Пацаны у нас ходят все в одну школу, то есть они с утра в школе отучились, их автобус забрал, привозят в Ледовый дворец, у них началась тренировка, на льду отбегали, потом сухая тренировка. Ну, в общем, в течение дня вся эта шайка пацанов, все дружно вместе, учатся в одной школе, и, собственно, в течение дня все эти процессы у них происходят. Ну и потом к вечеру их забираешь, уставший, вымотанный. Поэтому я и говорю, ест он у нас все только потому, что представьте, сколько выхлопа, сколько калорий и так далее. Да, сколько надо прогонять через все. Сколько надо прогонять. В день у них получается, в среднем по 2 тренировки, а выходных всего 2 дня. И то сейчас один из выходных он захотел на бокс пойти, попробовать себя. И вот месяц уже ходим на бокс. Я думал, у него сил. Как хоккей без бокса? Может Правильно? быть, да. Да, может быть. почему? Это же как бы часть На зрелища будущее же. понадобится. Нет, сейчас на самом деле, по крайней мере, мировая практика сводится в хоккее к тому, что стараются от всех этих тавгаев, мордобоев отказаться, потому что плохо, когда ключевой игрок выключен из-за того, что подрался на льду, а не в игровой это момент. больше в деньги упирается. Ну, это только в деньги и только в упирается, деньги, да. А это Потому что раньше правда, как бы- да, то, что Раньше команду было берут шоу. Раньше шоу. было шоу, да. То есть в команду бывает там, вот даже фильм же был. Тавгай. Вот Да, Тавгай, то, специальный что вот Тавгай, да. специально человека брали. Специальные люди. Сейчас клубы стараются от таких Да, вещей резко отказываться. Поэтому, бокс, я не знаю, бокс это скорее, наверное, чтобы для него философия была, да, то есть одно дело, когда ты в команде играешь в хоккей, и там больше командное мышление, и здесь все равно тоже свое какое-то мышление должно быть. Бокс, тоже дает определенную, и не только физическую, но и моральную, психологическую нагрузку, чтобы погрузился в себя, подумал, поразмыслил и так далее. Тряпочка. Ага. Кусается. Да-да-да. Не, ну а что? Так. Я когда сюда собирался, меня жена тоже сразу благословила, говорит, аккуратней, там пальцы сильнее обрежь. У меня пальцы все в шрамах. В этом плане я человек опасный. Особенно, когда что-то режешь, а якутские ножи, они же под скосом, Да. а я левша, то есть, соответственно, скос там немного по-другому. И в этом плане мне, конечно, Забирает. не то, чтобы сложно жить, а опасно иногда так вот по пальцам ездит. А вот если мы вот дошли до этого вот именно, получается, готовки, вообще, и я вот хочу у тебя поинтересоваться, какое именно, то ли твое, может, семейное фирменное блюдо, или что ты прям любишь, прям стоит у тебя, грубо говоря, прям Стейк люблю медиум, так вот скажу. стейк, Да. именно medium стейк из жеребятины, или же, может, Нет, из говядины, оленины. Ребрышки оленины это прям вещь, за которую там прям готов биться, рубиться. Нет, давай не мелко, Крупно, да? да. Ну, давай так уберем. Видишь, палец, у меня уже вот автоматически палец. Выработался. Покрупнее можно. Так, А что ты, может, пробовал, там, грубо говоря, из запрещенных, табу, там? не то чтобы табу. Вообще, у меня есть хорошая привычка, когда я где-то нахожусь, либо в другом государстве, либо в национальной республике нашей необъятной страны, для меня главное правило это обязательно пробовать местную кухню. Даже вот как-то в Сеуле был, в гостинице
В Сеуле? Да, в Сеуле. Из окошка гостиницы выглядываю. Нет, это я ты думал, показываю, как как я как ты выглядываю выглядываешь. из окошка гостиницы, да. Смотрю, там очередь такая огромная. И тележка, и к ней очередь такая. Ой, я думаю, по-любому, а время уже к обеду. Думаю, По-любому iPhone продают. По-любому чем-то вкусным будут кормить. Пошел. С языками у меня вообще проблемы, я имею в виду с английским. И, собственно, вот так методом тыка мне там собрали обед. Ну, сидит старичок такой, видно, что все по-бытовому, не как здесь у вас в Мусхая красиво, а реально все по-бытовому. Ну, собственно, куда бы я ни приезжал, обязательно стараюсь питаться национальной кухней. Попробовать. Подожди, Местное. сейчас время пришло добавить еще сливочного масла. А то улучшит вкус. Масло на масле. И так, кстати, вот однажды, признаюсь, приехал в одну из столиц нашего, вернее, в одном из российских городов, где большая корейская диаспора. Я ехал и целенаправленно, я понимал, Лопатку и передай. для себя решил. Давай подмешаем немного. Давай, вот оно. А, Давай У меня все под контролем, Семен. Давайте вдвоем. Я говорю, приехал в один из городов, где большая корейская диаспора. Ну, там встретили тоже, и принимающая сторона, я к ним сразу обратился, я говорю, знаете, что хочу? Попробовать собаку. собаку. Да. Вот прям, что по-настоящему приготовленная, со всеми правилами собака. Я думал, это будет Интересно. нет, в каком-то частном порядке. Оказалось, там все намного прозаичнее. То есть, ну, мне сказали уверенно, я говорю, да, не проблема. И все, на следующий день приглашают меня в ресторан. То есть в этом городе есть пару ресторанов. Рестораны. Прям конкретно в ресторан. В меню собаку там не найдете, там просто официанту говоришь комплекс. Официант все прекрасно понимает, записывает, уходит и приносит первое, второе. Честно говоря, Первая из собаки. ну да, то есть суп, бульончик из собаки и жаркое из собаки. Первая ложка, первые две, наверное, даже ложки шли тяжело, с комом определенным в горле, потому что чисто психологический момент. Ну, действительно, это так. А хочется, тем не менее хочется. Это же друг. Ну, я понимаю, что это друг, но это национальное блюдо одного из народов, да? Поэтому я, собственно, и решил это дело попробовать. Первая ложка, вторая ложка комом, а потом, ну, настолько хорошее, вкусное мясо. Я уж не стал вдаваться в подробности про породу, где взяли и так далее, но сам факт того, что вот, если правильно все приготовить, то она очень вкусная. По сути, нечему удивляться. У каждой страны Ну свои да. особенности. Кто-то не понимает, что мы жеребятину в сыром виде кушаем. Ну поэтому- да, считать, для что них это варвары. тоже Да, дикость. да. Ну, для нас это тоже с нашей страны это дикость, но все-таки, например, в Китае можно попробовать тех же жуков, тараканов. Да. Мы этого тоже не понимаем. Но пробовать в этой жизни надо собаку тем более. Ну, да, это, наверное, морально тяжело в первое время. Делайте. Ну, давайте оставим собак в покое. Да. Надеюсь, А то ни у меня одна собака от наших рук не Немножко плохо пострадает. стало. Да-да-да. Не, потому я на самом деле очень люблю собак. Я говорю, у меня... Слушать? Нет. Либо вы не будете их готовить. Про друзей, про Да-да-да. собак как про друзей. То есть у меня на сегодняшний день две собаки. Это одна сторожевая, монгольский банхар, и охотничья, восточно-сибирская лайка Ови. Поэтому Ови. Овечкин, да. Ага. Вот. Поэтому я к собакам очень хорошо отношусь. Не как к предмету Ладно, давайте поедания. закроем тему. Да, закроем тему собак, перейдем на кошек. Семен Вот, настаивает. как в анекдоте, да, вы любите кошек? Говорит, нет. Говорит, значит, вы не умеете их просто готовить? Может быть. Семен, кстати, пока готовим, мы солить-то когда будем? Перец-то уже надо было, наверное. Да, давайте уже Давай. все-таки приступим к этому делу. Я предлагаю начать с перца черного. Вот он. Перец черный. Ты И можешь соль. пока открыть. Соль вам дать, да? Да, А соль. вот все стоит. у нас. Да, это у нас все здесь стоит. Опа. Я всегда вот рекомендую просто все-таки не скупиться и купить вот купить мельницу именно. Ага, и горох этим. Душистый. Да, Горох говорю. Перец горошком. перец ну. горошком.
А И тут же вообще- регулируется, по-моему, это, да, степень помола? Стягивать надо. Да, стягивать надо. Из этого даже аромат сразу идет. Потому что бывает, перец молотый покупаешь там. Да, он совсем другой чего. бывает, по-разному. ага. Соль тоже крупная. Ее даже вот видно, как она сыпется. Красиво. Я вот предпочитаю еду не досаливать. То есть я в принципе могу ну, кушать без соли. Вообще, Нет, дело не в том, что там ПП или не ПП, а то есть пересоленную еду невозможно есть, а вот недосоленную можно. Можно, ну, досолить. добавить самому. Да, если что, можно досолить. Поэтому я стараюсь всегда максимально аккуратно с солью. Леш, еще один вопрос. Я сам, как бывший телевизионщик, да, ну, наверное, должен этот вопрос задать. Помнишь, такая была, скоро будет одно сплошное телевидение? Помнишь, Москва слезам не верит, да? Помню. Да. И сейчас вопрос, смотри, как ты считаешь, вот сейчас уже многие сейчас интернет, видео on demand и все прочее, ютубы. Телек больше смотрят или ютуб? Ну, на сегодняшний день телевизор смотрит больше. Вот как бы там Ты интернет... ситуацию про Якутию или Россию? В Якутии, Мир. в Якутии в частности. Ага. Нет, мир все-таки, наверное, больше уходит в интернет, но поскольку в России вот буквально недавно произошли реформы цифрового телевидения и так далее, поэтому все равно телевизор в стране остается пока одним из передовых источников информации. Но при этом не надо списывать со счетов интернет. В первую очередь это, конечно, YouTube, социальные сети и так далее. То есть они рынок захватывают. И я не говорю, что это плохо. Долю. Ну, не за горами тот момент, когда мы уйдем от программного телевидения. Я вот даже сегодня уже, и я не смотрю уже классическое телевидение. То есть даже свой телеканал я смотрю через Smart TV, то есть скачанное приложение и так далее. Поэтому мы к этому ко всему идем. И сегодня возможности технические эти позволяют, и все будет, ну то есть где-то убывает, где-то прибывает, соответственно. Поэтому за телевидение переживать, я думаю, не стоит в том плане, что телевидение как производство, оно было, есть и будет. Ну, все, само собой, да. остальное это уже Контент. вопрос, да, все остальное это уже вопрос распространения этого самого контента. Поэтому я не думаю, что телевизионщикам там есть чего-то бояться. Просто надо осваивать новые платформы и так далее. Возможности сегодня группы Даже И Более более смотрибельные передачи делать, как, например, вот это, да? Ну да, на самом деле, нет, все мы просто выросли на программе СМАК, да, в свое время, и казалось бы, это вау. А на сегодняшний день, ну, более чем достаточно различных проектов, Вообще дофига. которые работают на кухне. Как говорится, на готовься, кому не лень. Да. Ну, я думаю, у вас будут свои определенные особенности, как у авторов проекта. Это в первую очередь та же дичь, например, и так далее. Да. Жду весну, кстати, когда вы переедете, надеюсь, на улицу. Да, потеплеет, мы выйдем. Чтобы на природе все это, прямо вот, чтобы в картинке добыли, тут же разделали. Да. На ходу. Не, это шикарно на самом деле. Вот этим и надо брать уникальностью. Сегодня более чем достаточно в Якутии блогеров, которые там действительно востребованы не только здесь у нас в республике, а за пределами, начиная там от Эвенка, Славой Бродниковым, там, примеров более чем достаточно. То есть наша национальная особенность, наш колорит, он востребован. И этим надо умело пользоваться, потому что надо продвигать республику, показывать свою уникальность и так далее, иначе просто пропадем. Говоря современным языком, продвигать и монетизировать. Ну, монетизируют пусть блогеры, а я все-таки преследую более такие цели, чтобы Узнавали больше. Чтобы узнали про нашу республику больше. Чтобы, понятное дело, от этого было больше пользы. Мы и сами все это прекрасно видим, и туристы к нам тянутся, люди едут, а откуда они все это узнают? Ну, также из интернета, пожалуйста. Да. В наш век информации это, я думаю, несложно. Так, давайте Так. откроешь, мы уже проверим. Проверим. Семен торопится, прям торопится. Проверим. Кушать хочется просто. Кушать Сколько хочется. можно уже? Ну, сока много дал, это лук, видимо, столько выдал еще, да? Вообще, сама по себе косуля, она же постная, поэтому Добавим огня. будем выпаривать. Крышкой Не, нашей... уже не надо. Не надо? Можешь ложку передать? Нож? Ложку. Ложку? Я хочу Соль хочешь попробовать? Да, на соль хочу попробовать. Запах, конечно. А я люблю с кровью. Дайте мне кусочек. Серьезно?
еще досолить. Держи. Давай. Не вынесла душа поэта. Да. Ну я вижу, что готово. Что? Мясо точно готово. Да, И у нас всё-таки уже все такие готово. вещи, даже того же глухаря, например, когда готовишь в лесу, все равно стараешься, чтобы он потомился подольше. Все, давайте есть. Всё Подожди. готово. Чуть-чуть соли не хватает. Вот нетерпеливые вы, ребята, Не, ну действительно готово. давай мы выпариваем же. Ну, хотя это опять же на любителя, да. Я, допустим, предпочитаю с бульончиком. чтобы Ну да, кто-то с сок был. бульоном. Кто-то выпаривает вплоть до того, что пока корочкой прожарки не покроется. Кому как. Как говорит один мой хороший друг, кто-то любит арбуз, кому-то нравится пиво. А эффект-то, собственно, один и тот же. Я прикрою все-таки. Прикрой. Да, и нам нужно же это... мы сюда, да? Как раз таки в бытность работы, вернее, учебы на спасателя у нас были учебно-тренировочные по реке Синяя сплав. Понятное дело, первые дни там продуктов много, всего на выбор, там и банки, борща, и тушенка, и макароны, и рис, и гречка, и все на свете. 2 недели мы гребли на байдарках, и к последним дням осталось того чуть-чуть, этого чуть-чуть, ну и, в соль. итоге, да, и соль. И варили кашу из топора, то есть борщ с гречкой. Кто ел когда-нибудь борщ с гречкой? Вот доводилось. А там за милую душу стоит эмалированное ведро у костра. Ну, народу там много. Все, что осталось, накидали, навалили. Ну, собственно, вот так вот. Когда целый день веслами работаешь, гречка, борщ с гречкой, это за обе щеки уплетаешь. Поэтому ничего страшного, я говорю, тут в этом плане гурманом не надо быть. Я уже думаю, что у нас все готово. Голод Можно не уже тетка, да? спокойно накладывать. Ох, злые вы, злые, а я потомил его еще чуть-чуть. Ох, ну, опа! Рамки эфира нам не позволяют, к сожалению, слишком долго это готовить. Мы могли бы и А мы воспользуемся Сами. служебным положением, положением, и да. добавим вам рамок эфира. И именно эта программа выйдет на 2 часа. Да. Бенефис Алексея Соколова. Ай-яй. Как человек, который уже попробовал, могу сказать, это очень вкусно. Не, косуля сама по себе, я говорю, вот оленина, косуля, вот такие, железятина. И не менее... Можно... Давайте пробовать. Да, давайте. Давайте пробовать. А? Дичь она Семен, есть дичь. как твоя оценка? Что скажешь? Тут не хватает просто хорошего холодного напитка и какой-нибудь лепешки из дровяной печи. Я, наверное, все-таки пожелаю мужской части наших телезрителей, чтобы вы такие блюда готовили на природе. Дай бог, чтобы вам Байнай улыбался, чтобы удача всегда с вами была. Добывали себе дичь. Ну и, как обычно в тайге и бывает, когда уедешь на долгое время туда, на самопрокормке. И таким образом, собственно, и жить. Это наше все. так-то да. За что я и люблю и обожаю нашу республику. Ой, все очень вкусно. Леш, спасибо за то, что ты был сегодня нашим гостем. До 5. Семен, тебе спасибо за то, Вам что, спасибо, что пригласили. Да, экспертные советы неоценимые, как мы приготовили это косулю. Вообще, действительно очень вкусно. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Смотрите нас каждую субботу-воскресенье на канале Якутия 24, 18:15. До новых встреч. Всем пока. Да, мы пока. продолжаем кушать. Молодая.